учитывая, что мы в порядок устанавливать выпуск без МТС, без транспорта, без монтажа. То есть это огромная сумма денег и хорошая поддержка. Еще раз повторяю, всех это касается, любых категорий организаций. Что вынесено в прошлом году в конце, в декабре, постановление, может быть, кто-то не увидел, не обратил внимания, это касается, вот есть представители администрации муниципальных районов, есть сельские поселения, наверное. Это, в первую очередь, наверное, вас должно заинтересовать и как-то организовать в этом плане работу. Это субсидируется техника, которая приобретена организациями, они могут не являться сельхозпроизводителями, юридические лица. Техника используется по договорам на выполнение услуг. Это то, что у нас вот принято в машиностроительной станции. Если есть договор на оказание услуг по выполнению механизированных работ, там почвообработка, мы сеем, мы убираем зерно, молотим, корма, вот эта техника, она тоже субсидируется. При этом не обязательно иметь статус сельхозтоваропроизводителя. Это с декабря прошлого года, в этом году это подтверждено постановлением. И еще одно изменение, которое касается затрат на модернизацию, у нас было написано специализированное ремонтное предприятие, сейчас добавлено в составе ассоциации. Поэтому если вы комплектуете, собираете документы после того, как отремонтировали, модернизировали, значит, у нас это вся самоходная техника, да, оставили посевные машины, смотрите, чтобы вам предоставляли копию справки, она называется справка, что данное ремонтное предприятие в составе ассоциации ремонтно-обслуживающих предприятий Республики агропромышленного комплекса Республики Башкортостан. Без этой справки субсидии выплатить не сможем. У всех этих предприятий эти справки есть, они в составе ремонтных предприятий. Пользуясь, что здесь район, для информации, вот, если посмотреть удельный показатель по районам, в целом по республике, сколько приобретено вообще, на каждые 100 гектар пашни у нас по республике это 861 тысяча рублей. Это с 2011 года. Значит, по районам, вот, по присутствующим районам, допустим, 860 средний по республике, 1 600 000 это Волгодинский район. На каждые 100 гектар пашни. А в Волгоде вот 1 600 000, 1 300 000 Гафурийский район. Вот есть цифра 1 357 000 Чешминский. Архангельский 495 000, Иглинский 456 000, Карманскалы 808. Но Римановский район это один из самых больших показателей, тоже в республике 1 430 000 на каждые 100 гектаров. Это я еще раз повторюсь, 11 года. Значит, если соглашаться конкретное хозяйство, КФХ, списать или продать выбытие должно быть тоже один трактор. 1 на 1, так называемый коэффициент расчетное обновление, единица. Если вы купили 2 трактора, расписали 4, это получился коэффициент обновления 0,5. Значит, он не должен быть меньше единицы. То есть задача сохранить парк. Он не должен уменьшаться. Это так прописано в постановлении. Если будет этот коэффициент меньше, то есть если выбытие у вас будет больше, чем вы купили новый, субсидию вернете. Это, пожалуйста, четко отслеживайте. В сравнении с 1 января на 1 февраля следующего года. Вот это вот календарный срок с 1 по 1 января в текущем году. Значит, вот берем на 1 января 19, смотрим парк на 1 января 20. Эти документы, это 6 лет. Отчет статистического наблюдения вы представляете по итогам года. За этим тоже смотрите внимательно, потому что вот по комбайнам нам вообще удалось и стабилизировать парк. Комбайн в целом по республике, и даже он немножко увеличивается. По тракторам мы этого не можем до настоящего времени сделать. Если посмотрим, допустим, вот за 5 лет сокращения парка, ну у кого-то он увеличивается. Волговарский район, он увеличился на 21 единицу. Если смотрим, вот Иглинский район минус 60 гектаров.
смысл государственной поддержки, если на 60 тракторов рухнул парк? Чтобы этого не было, смотрите, лучше не списывайте, пусть стоит при наличии, скажем. Тем более есть программа модернизации. Пожалуйста, восстанавливайте работоспособность тракторов. Не хватает. Минус 46 вот из присутствующих районов, Уфимский район 103 трактора за 5 лет. Это кончится тем, что никаких денег мы получать на техническую модернизацию не будем. Значит, следующий вопрос. Тоже касается всех. Значит, 14.32, да, федеральная еще действует программа, это то, что мы получаем сразу со скидкой. В прошлом году до августа это было 15%, потом мы получали сразу с 25% скидки. Да? Машины, которые аккредитованы Минпромторгом и в реестре, тот же Акрос, те же петербургские машины, перечень большой. Значит, в этом году все, то, что деньги выделены Российской Федерации на эти цели, все заводы и изготовители на аккредитованные работы, 15%. Никаких ожиданий, что будет больше, что будет 25%. 15%. Договора заключаются, техника продается. Понятно. Это федеральная скидка. Дальше пошли уже наши. У нас на территории республики аккредитовано единственное предприятие, это Столитамакский Пашак Ромаш, вся линейка техники, все они уже подтверждение получили, мы их должны увидеть в реестре Минсельхоза, Минпромторг все согласовал, вся линейка техники, она в этой программе. Ту же самую кассету Чулпан мы получаем без утилизационного сбора, сумма которого под миллион, вы ее не платите, он в реестре потом возмещается. И те же самые 15%. Следующий вопрос. В этом году, вот, кто помнит, в 2012 году мы получали по льготной лизинговой программе, помните, 87 комбайнов у нас, мы приобретали только зерноборочные комбайны, без первоначального взноса, первый лизинговый платеж через 6 месяцев, без залоговых платежей и так далее. Под 3% годовых. За счет того, что мы решили, что это нам подарили эти комбайны, и многие хозяйства не оплачивали, у нас больше не заключается напрямую. Средства там ограничены, поэтому и тем более инвестиционных льготных кредитов это тоже и большая сложность, и средства тоже там ограничены. Поэтому через ваши по документам мы все отправили, чтобы оформить вот эту заявку. Посмотрите. Значит, в реестре на сайте Кросс-Агролининга вся вот эта техника, которая продается по этой программе, она там есть, там не только российская, там есть зарубежная, есть свои требования. Значит, еще один момент. С Росагролизингом мы достигли соглашения в конце прошлого года. Вот ту технику, которую приобретали по договорам сублизинга через Башсельхозтехнику, и они не выплачены еще, имеются там задолженности, или есть такие случаи, что вы выплатили, но не можете получить документы, потому что это сидит в большом договоре, да, есть такие случаи. Мы достигли с ними договоренности разорвать тот договор и перезаключить договор напрямую, чтобы все вот эти проблемы снять, чтобы вы платили не через сельхозтехнику, а напрямую с Росагролингом. Эта работа ведется. Где-то на 171 миллион у нас есть эти договора, но не все почему-то включаются в эту работу. Если есть задолженность, эта техника в конце марта будет изыматься. Пожалуйста, посмотрите их. Вот из присутствующих, значит, Уфимский, Лукоморье почему-то не работает, отказались, непонятно. Чешминский, УЗА, кто присутствует, передайте им, пожалуйста. Значит, есть задолженности, тоже нет документов на переоформление. Благоварский, 2 хозяйства, Агротех и Глинский, здесь у вас почему-то не перезаключаете. Я не знаю, есть там задолженность или нет, посмотрите. Если есть задолженность, ее просто без разговора заберут. Перезаключить надо договор. Пожалуйста, все эти моменты, сельхозтехники знают, все, куда нужно. Пакет документов, он тоже понятен, отработан. Уфимский, Николаевская энергетика на перезаключение. Это те, которые должны перезаключить.
И еще одно объявление. Те хозяйства, у которых были прямые договора с Росагролизингом и имеются задолженности, не сублизинга, а прямые договора лизинга с Росагролизингом, 15 марта приезжает руководство Агролизинга как раз обсудить эти вопросы. Если есть возможность, надо погасить задолженность. Иначе в конце марта начнется там новое руководство, новые требования, новый порядок, будет изыматься все. Это касается оборудования животноводства, это касается криминального штата, который еще что-то остался, может быть, живой, прежде всего, техника. Посмотрите, мы информацию направим в районе 15 марта, пожалуйста, это будет в актовом зале Большой Кусок. Один день. Это будет рабочая встреча с руководством Росагролизинга по этим вопросам. Значит, то, что в прошлом году постановлением установлен порядок оплаты техники, которая была получена по лизингу, как по бюджетному лизингу, да, через Башсельхозтехнику или Росагролизинг, так и коммерческий лизинг через банки, и вы платежи все закрываете, переходите в собственность. В текущем году это был 18 год, сейчас текущий год это 19, все получают субсидии, все вот точно так же по этому порядку. 90 миллионов в прошлом году было выплачено. Остатки выплачиваем сейчас. Кто, если что-то недоверчиво, может быть, к этому относится, но факт он состоялся. Этот порядок, он действует. Значит, вот, например, Архангельская НЗ получил за комбайн 1 270 000 субсидию за то, что он закрыл в сумме 690 000 свой долг за лизинговый комбайн. Нашел 690 000, получил почти 1,5 миллиона в виде субсидий. Примеры есть. А кто-то вот есть долги даже небольшие, но чего-то ожидаем. Точно так же потеряли. Приносите документы и получаете субсидии, как вот в порядке. Как будто бы в этом году вы купили новую машину. Чем плохо порядок? Посмотрите, находите деньги, получаете возмещение. Спасибо. Я предлагаю здесь накапливайте вопросы, потом пообсуждаем, скажем, ответим на любой вопрос. Спасибо. Спасибо, Павел Алексеевич. Вопрос потом индивидуально можно будет отвечать, либо письменном виде. Так, слово хочу предоставить Сакаеву Игорю Павловичу, это директор государственного бюджетного учреждения Центра сельхозконсультирования Республики Башкортостан, по вопросам реализации закона генерирующего проекта. Добрый день, уважаемые коллеги. Сильно выбились из графики, как это посмотрел, поэтому кратко расскажу о планах и на 2019 год и о наших планах как Центра компетенции. Поэтому хочу начать с объявления, если там есть слайды. 5-6 марта, уважаемые коллеги, здесь же мы проводим экспресс-курс обучения для председателей кооперативов. Всех желающих приглашаем, абсолютно открытое мероприятие со всеми вопросами. Подходите сюда и по учредительству, и по ЛПХ, по растениеводству тоже, в принципе, пытаемся ответить, потому что ИЖС, там ограничения большие идут по земельному направлению, а растениеводство, а ЛПХ, он может быть в пределах населенного пункта, за пределами, поэтому там, я надеюсь, мы сможем дать исчерпывающие ответы. Приглашаем принять участие на этом экспресс-курсе обучения. Пригласили с налоговой, на всех хотим ответить и других экспертов, к сожалению, с Москвы не приедут, далековато. Если, уважаемые коллеги, слушаете, грантовая поддержка выстраивается в строгой последовательности и по логистической лестнице. То есть сначала зарегистрироваться надо, и пошагово, если пройти, можно получить такое достаточное количество финансовой помощи, что вам хватит для того, чтобы соорганизоваться. Но государство не будет брать всю бизнес-разработку и работу на себя, поэтому имейте это в виду. Будут какие-то ограничения, будут какие-то взыскания последующие. Но вот при счетном исполнении графика государство готово дать деньги наперед, без процентов, безвозвратно. Это вот то, что хорошо, то хорошо. ДГП.
слайд понятен, кто участвует тоже понятно, поэтому здесь останавливаться не будем. Какое направление? Сохраняется то же самое направление. Надо четко понимать, что доходогенерические проекты направлены на переработку производства или пайщиков, или своего, реализации произведенной продукции. Там немножко само производство отсутствует. Мы часто спрашивают, а можно ли теплицу поставить, можно ли купить комбайн. Нет, элементы производственного кооператива мы не смешиваем с элементами потребительского кооператива. Вы, уважаемые коллеги, должны четко это понимать. Там нет элемента производства, там должны быть элементы переработки. По направлению все есть. Все вы это прекрасно понимаете. Довольно-таки понятно, четко, ясно. Внесение удобрений там, конечно, не будет, потому что был вопрос такой, а можно бутилированной воды? Еще ни один сельхозпроизводитель еще не в состоянии производить воду саму. Доставать и бутилировать, там нет ничего общего с кооперацией производства потребительской. Следующий слайд. Направление. Участвует республика, муниципальный район и кооперативный район. Самое главное, уважаемые коллеги, хочу обратиться в зеленую зону. Без активного участия администрации сельских поселений, администрации муниципальных районов, ДГП, наверное, получится, но тяжело. Мы в прошлый год отработали активно, в этом году тоже, декабрь прошлого года, января этого года, отрабатывали уже, проехали большое количество населенных пунктов. Вместе с вами, уважаемые коллеги, все вы прекрасно понимаете, поэтому приглашаем не снижать активность, потому что с этого года еще этот показатель относится к KPI муниципальных районов, руководителей муниципальных районов. Следующий слайд. Нормативная база, слава богу, она у нас есть. 254 постановление на сегодня терпит некоторые изменения, уточнения. Те неточности, которые были в прошлом году, мы доуточняем. Самое главное в этом, уважаемые коллеги, те, которые получили деньги, пока не согласуетесь с комиссией ваши изменения, вы не имеете права приобретать имущество. Вот это самое главное, которое было упущено в первой редакции, которую мы сейчас доуточнили. 254 постановление, это основа ДГП. Следующий слайд. На сегодняшний день уже 215 кооперативов создаются. Люди понимают, это, наверное, реально выгодно, реально понятный продукт, хотя там некоторые непонимания, неточности законодательных шероховатостей есть, но я так думаю, что мы с этим разберемся. Направление. Тут я не исправил. С 2017 года можно создавать такие кооперативы, так называемые растениеводческие, животноводческие потребительские кооперативы, не смешивая функции, элементы производственных кооперативов. Вот этот момент 2017 года, оно есть, обращайте на это внимание. В 193 законе прям четко написано растениеводческие и животноводческие потребительские кооперативы. Вот такое хорошее слово. Следующий слайд. ДГП понятно, тут 5 человек написано. Я каждый раз его исправляю, каждый раз 5 человек возвращается. 10 человек это минимальное для того, чтобы вы приняли участие на конкурсе. 5 человек это по закону, а по норму требований конкурса это от 10. Но 10 это минимум. Если все придут с 10, еще есть шанс выиграть. А если кто-то придет с 30-40, тогда тем, кто с 10, шансов будет маловато. 3 миллиона остается, 91% участия остается, 9% начальных своих вы должны. Чем больше вы внесете в свой кооператив, понятное дело, их надо вроде дешевле. То есть, есть случаи, есть случаи, когда кооператив создается, собирает ровно столько денег, сколько нужно для проекта, а там удивленно сидят, смотрят, что дальше-то ни копейки денег нет. Надо еще дополнительные паи, уважаемые кооператоры, вы когда создаетесь, все прописано, кооператив почему уникальный продукт? Потому что все прописывается не законодательно, а уставом и соглашением между членами и пайщиками. Вот говорят, потому что доктор царь говорит, вы можете предусмотреть себе зарплату, а можете и нет. И никто вас за это не будет. Исполнительный директор нанимаете и оплачиваете зарплату, потому что каждый заходящий в кооператив, он самостоятельный, у него уже есть какой-то вид деятельности,
Или он ИПКФХ, или он ООО, или он ЛПХ. Главное, не путайте, ИЖС и ЛПХ это разные вещи. ИЖС нельзя быть членом кооператива. ЛПХ да, можно. Следующий слайд. Двухэтапно сохраняется. Вот если вы заметили, Агра, Стартап, целая Российская Федерация приняли наш метод вовлечения в кооперацию. Когда вы намерениями переходите в комиссию, доказываете, после этого регистрируетесь и получаете грантовую поддержку. Почему это нужно? И те, которые думают, что приду, один пришел, 2 часа мне доказывал, что ему, чтобы заниматься кооперацией, нужно грант Toyota Land Cruiser 2000, потому что он далеко ездит, и вот, крузак 2200 быстро ездит. Вот 2 часа доказывал мне, что ему нужно и все. Ну, я вроде его переубедил. Роман решил поприводить. Конкурс двухэтапно сохраняется. Также в этом году, вот, как только выйдет изменение в 254 постановлении, как, наверное, в марте, в конце, Александр Ильич, наверное, да? Вот, все. В марте. Министр, значит, в марте. В конце или в апреле, ну, то не в ноябре, как в прошлом году, такого напряжения, я так думаю, не будет. Следующий слайд. Вот смотрите, хозяйств КФХ и юридических лиц, которые занимаются производством сельхозпродукции. Поэтому мы угроз и проблем в участниках не видим. Мы видим лень и телевизор. Чуваши ребята приехали, они грузовую машину берут. Наши фирмы приехали, он себе плазму купил на 2 метра. Я говорю, ты работать не собираешься, что ли? Ну, телевизор же посмотреть, сериал смотреть надо. Вот поэтому работать надо, и тут проблем не видим тоже. Следующий слайд. Вот, уважаемые коллеги, тут вот наша работа, 357 миллионов, постоянно говорим, из них 57 миллионов, вот сидящие здесь кооператоры, которые вложились из своего кармана. Ну, должно было быть там 360 миллионов, 3 миллиона еще на жизнь надо было заложить, но почему-то не заложили. Ну, пока вот таким образом 116 кооперативов получили, хотя были созданы 118 кооперативов. Вот за время, когда мы заговорили о ДГП, о грантовой поддержке, 157 кооперативов появились в республике Башкортостан. Когда страт-сессия проходила, когда мы это озвучивали, корпорации развития прослезились от наших цифр. И когда говорят, вот, любой район, когда приезжает телевидение, мы можем показать. Вы у нас есть, вы рабочие. Поэтому надо додажать и историю успеха развить. Следующий слайд. Вот смотрите, самый, наверное, главный слайд, посмотрите, там, где баранки, там, где красные, там, где зеленые. Приходили 5 инициативных групп, все 5 побеждали, максимально было 6 районов, ну вот максимальная победа 5 было, но есть районы, где баранки. Ну вот это совсем-совсем нехорошо, потому что это в бюджет района идут не муниципальные деньги, не компенсация затрат ваших, потому что вы дотационные, а именно отдельно выделенные гранты до 20 миллионов рублей. Есть районы, где фермеров-кооператоров на руках носят, им дырки сверлят на новые костюмы, чтобы медаль не вешают, наверное, ну готовят. А есть районы, где во всех приезжали, отрабатывали, и в результате ноль. Вот этот слайд могу дать, подарить, чтобы вы с собой таскали. Там, где хорошо, чтобы гордились, там, где плохо, ругали свою администрацию. Следующий слайд. 70% участников кооперационных движений это личные подсобные хозяйства с земельным участком от 40 до 50 соток. 20% это фермеры и 10% юридические лица, сельхозтоваропроизводители. Вот эта тенденция сохраняется и в этом году, но в этом ничего плохого нет. Мы, вот ДГП сам проект, именно поэтому и замышляли, чтобы максимальное количество личных подсобных хозяйств вовлечь в этот оборот. Слава Богу, пока получается. То ли от того, что они не понимают и идут туда, то ли понимают и идут туда. Вот есть такая грань. Боязни нет, думаю, что будет хорошо. Следующий слайд. Так, о 10 минут тоже говорю. Самое успешное это молочное направление. Потом мясное направление, то есть мы
обрабатываю по всем направлениям. Если будут вопросы, обращайтесь. Единственный один пример, после того, как вот в русле кооперации заработали, вот последний, это шерсть. Ну, шерсть никому не нужно было, по 5 рублей принимали или сжигали. Вот этот ком грязи с шерстью, с рапейником. Сейчас уже 40-50 рублей собирают ребята, перерабатывают за 500-600 рублей. Аж потряхнулся. По 600-500 рублей продают, ну это хорошо же. Вот это тоже движение пошло. На сегодняшний день вот есть запросы, авансируют там, не секрет, наверное, 3 миллиона готов авансировать, 20 тонн нужно баранины. Если здесь есть, пожалуйста, скажите, где взять сходу 20 тонн баранины. Есть желающие купить. Следующий слайд. Уважаемые коллеги, на этот год, 2019 год, мы подготовили уже 317, тут написано, уже 326 инициативных групп. Я так думаю, что в этом году тоже конкурс пройдет, тоже люди получат свою грантовую поддержку, и мы будем двигаться вперед. 300 миллионов заложено. Следующий слайд. Ну, вот это технологическое оборудование, о котором говорили, после меня Виктор Борисович Фредин выступает, он обычно пух и прах разносит наши выступления, я даже боюсь. Ну, он скажет все по этому поводу побольше нашего. Следующий слайд. Уважаемые коллеги, кратко. 60% ваш заработанный день уходит перекупщикам и тогда сторонним, не вам оно достается, вот от 40 до 60%. В случае с кооперацией, кооператоры подтвердят, 90% за минусом накладных расходов, 90% оседает в карманы. Также и в стоимости окончательного продукта так получается. Поэтому мы вот нарисовали такой красивый слайд. Я сам не понимаю, что это такое. Ну вот девушка сидит, и вот, вроде желтый. Хотя понятно, что пропускать надо продукцию через кооперативы. Следующий слайд. А пока у нас вот таким образом 85% подсчитывали, 85% произведенной продукции на селе уходит в сторонним, третьим лицам уходит. Просто-напросто. Вот один обменник сказал, я с барана, который покупает за 6 тысяч рублей, делаю 26 тысяч рублей. Вот и все. Следующий слайд. Это паспорт. Останавливаться не буду. Следующий слайд. Уважаемые коллеги, это вот те лица кооперативов, которые вот, работают. На сегодня федеральное телевидение спрашивает, а где сублимируют вас умы, нигде его не делают. Вы делаете это, ну пошло станет. Поэтому приезжайте, снимают ребят. Поэтому общайтесь, если нужна информация, выезжайте, смотрите успешность. Центральную фотографию, прям где. Следующий слайд. Ну, это продукция от поля до прилавка. Готовы обучать, как заходить в сетевой ритейл. Проблем в этом нет абсолютно. Если нужно зайти в пятерочку, в Магриб и Байрам, не через ОРЦ, а на полке мы готовы взять с собой. Ребята, которые сами заходят, еще 20 кооперативов с собой тащат туда на полку. И там на полке места всем хватит. Уважаемые коллеги, у меня все. Спасибо за внимание. К сожалению, с вашего позволения, Александр Ильич, у нас другое мероприятие, 12 часов. Всем желаю удачи. Если есть вопросы, обращайтесь туда, на 5 этаж, 521 кабинет. Всего хорошего. Спасибо. Спасибо, Илья Жуфарович. Коллеги, если вопросы будут к ГУ ЦСК, то напишите. Илья Жуфарович, только один вопрос. Разъясните про бизнес-планы. Вот смотрите, бизнес-планы, они утверждены госзаданием. У нас услуги, которые мы оказываем, от 5 и до 50 тысяч, которые обращаются к нам, сторонние, которые нуждаются в нашем бизнес-плане. И вот 5-7 тысяч это по ДГП бизнес-планы, но все-таки там иной раз получается, что у нас на бумагу только уходит больше. Начинающие фермеры, животноводческие фермеры, у нас бизнес-планы зависят от суммы гранта, на которую вы претендуете. Это индивидуально, там есть и 15 тысяч, и 20 тысяч, и 30 тысяч, и 40 тысяч бизнес-плана, все зависит. Вот был случай, когда Хранталин не смог получить грант по нашей ошибке, которую мы допустили в бизнес-плане. Мы 3 раза его переделали, пока он его не получил. Он сидел у себя дома, а мы вечерами делали бизнес-план. Поэтому обращайтесь, если нету другого, но это платно, вы уж от этого никуда не деться. Мы зарабатываем, в том числе и все консультации бесплатные.
Чай бесплатно, если будет своя заварка. Калькулятор алып штара керек, короче, я вы улыбаетесь, вам будет дешевле. Спасибо. Я иду дальше. У вас в прошлом году из сделанных бизнес-планов какие-то сколько процентов? У нас проходилось бизнес-план 60-70%, 65-70%. И мы посчитывали, вот, те, которые проходят не от того, что мы качественно делаем, вернее, не от того, что мы сидим на 5-м этаже, а мы делаем качественные бизнес-планы, у нас проходимость где-то 65-70%. Нет, в прошлом больше было. Спасибо. Коллеги, на самом деле, бизнес-планы делают. Вот видите, почему я последний вопрос задал. У некоторых возникает мысль, что вот бизнес-план, если прошел, нет, такого не будет. Комиссии, там, члены комиссии, они разные люди, и зависит на 100% от вас самих, как вы будете ее защищать, как вы ее будете защищать, как убедительно будут ваши доводы, комиссия воспримет, что вы серьезно пришли в сельскохозяйственный бизнес. От этого зависит. Я к чему еще говорю, мысли слух, то, что говорят, что какие-то финансовые надо будет отчисления, чтобы попасть через комиссию пройти. Вот это, коллеги, еще раз говорю, этого нет. Зависит от вас. Никаких откатов, никаких других вещей. Поэтому имейте в виду, комиссия работает четко. Вся ваша защита, она транслируется по интернету. Члены комиссии, они независимые от различных организаций. От Министерства сельского хозяйства всего там 3-4 человека. Остальные все посторонние. И каждый член комиссии сам оценивает. Потом баллы суммируются. Те слухи, которые до этого ходили, ну, наверное, когда человек уходит, и если не проходит, то, наверное, вот так думает. Это по другим комиссиям тоже видно, по другим грантам, очень таких много предположений. Просто я хочу сказать, что у нас все открыто. И я специально спросил, сколько процентов проходит через сельское. 70%. Есть у нас очень качественно бизнес-планы пригласили люди, которые сами ее делали, вдумчиво делали. Поэтому смотрите сами. Коллеги, не только со стороны Министерства сельского хозяйства есть поддержка еще со стороны других организаций. Сегодня мы хотим вас ознакомить и с поддержкой других организаций, потому что у нас иногда то, что нет информации, либо мы не знаем, что еще где-то можно получить какие-то гранты, поддержку, субсидии, вот это нам мешает. Вот поэтому пригласили сегодня и у нас принимает участие Крыленко Мария Викторовна, это начальник отдела программного развития предпринимательства и повышения престижа предпринимательской деятельности Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму. Я его говорил. Это очень длинное название, но такое. Добрый день, уважаемые участники семинара совещания. Я действительно с большим удовольствием прихожу на ваше мероприятие и езжу в составе Министерства сельского хозяйства на выездные мероприятия в районе. Ну, правда, с большим удовольствием. Вот, что я вам хочу сказать. Во-первых, выразить благодарность руководству Министерства сельского хозяйства и Павловичу за проводимую работу. Я хочу сказать, что вы можете гордиться и вашим руководством, и работой, которую, естественно, с вами проводится. На любых всероссийских совещаниях, конференциях, форумах, на которые я была, всегда отмечают Республику Башкортостан по развитию предпринимательства, сельскохозяйственного производства. И, как Юрий Психарович уже сказал, 27-28 февраля, вот только
парламентская сессия Федеральной корпорации развития малого и среднего предпринимательства. И буквально несколько раз повторили, что Республика Башкортостан лидер по развитию сельскохозяйственной кооперации. В отношении того, что есть другие программы, как сказать, у вас действительно, ну не знаю, какая из отраслей экономики может похвастаться еще обилием стольки программ, которые есть для вас, как для сельскохозяйственных производителей. И то, что есть единая государственная программа для всех предпринимателей Республики Башкортостан, вы, безусловно, знаете. Но что тоже надо отметить, вот у меня так длинный отдел называется, поэтому все статистические данные я тоже имею, ежегодно от 1/4 до 1/3 получателей финансовой поддержки. Это предприниматели крестьянско-фермерских хозяйств, которые осуществляют свою деятельность в сельском хозяйстве. Поэтому вы достаточно, ну я не знаю как, и активные, и успешные, если вы получаете эту поддержку. Требования государственной поддержки, как уже отмечали все выступающие, и Ирик Искандарович, буквально мне очень нравится, он вам доступным языком, да, по несколько раз повторяет, на что надо обратить внимание. Они единые во всех государственных программах. И что первое, это вы должны быть включены в этот единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, который находится, вы все знаете где, на сайте налоговой. То, что там находится, сразу говорит о многом. Сайт налоговой – это рычаги налоговой, это рычаги государства. У налоговой что? Не сдали вы один единственный раз какой-нибудь, даже какой-то пустяковый отчет, который вам кажется пустяковым, даже справку о среднесписочной численности, они вас исключат. И каждый год бывают действительно драматические сцены с тем, что предприниматель выиграл конкурс, ему уже администрация в протоколе буквально чуть ли не определяет грант, и оказывается, что он не внесен в этот единый реестр. А предприниматель действует там с не знамо какого года, 1990 там, и вот такие. Поэтому, пожалуйста, следите за этим сами и своевременно сдавайте эти отчеты. Так что вы обнаружили и прям побежали на следующий день сдавать этот отчет, налоговый вас не примет. Вы лучше меня знаете, что есть там определенные сроки. Вот. Ну, то, что, знаете, даже, как говорится, ну, просто может быть смешно, но я повторю, я надеюсь, вы не торгуете и не производите подакцизные товары, как водка, драгоценные камни, там, табак и так далее. Но если вдруг они включены в вашу деятельность кода АКВЭДа, то, конечно, их надо исключить. Потому что государственная поддержка в этом случае любая не предусмотрена. А любая – это не только финансовая, которая интересует, естественно, в первую очередь, а и участие в госзакупках, и получение на льготных условиях каких-то займов, кредитов, земли, аренды, помещений. Ничего этого невозможно, если вы не включены в этот единый реестр. И, конечно, отсутствие задолженности, причем в государственной программе для всех предпринимателей условия даже более жесткие, чем вот озвучивали и на этом совещании, которое вы знаете. У вас справку об отсутствии задолженности предоставляется месяц, в течение месяца. А в государственной программе не должно быть задолженности на момент подачи заявления. То есть предприниматель должен даже где-то перестраховываться, но заплатить там больше, я не знаю, ну не намного там, но чтобы задолженности на момент подачи заявления у него не было. Ну и теперь быстренько по этапам, какая поддержка возможно предпринимателям, я говорю, новое вы сами знаете, и что будет нового в 2019 году. Естественно, начинаю вот с этого, потому что все равно очень нужна информация и бесплатная информационно-консультационная и образовательная поддержка по повышению вашей компетенции. Работают ваши ИКЦ, работают еще различные ваши службы. Кроме этого, в республике с прошлого года запущен ряд выездных семинаров, которые вот ездят буквально по всей республике и в районах и городах устраивают различные семинары по повышению компетенции там, и по налогообложению, бухгалтерскому учету, и по продвижению и сбыту продукции, и по участию в госзакупках, и многое-многое другое. График этих мероприятий можно посмотреть вообще любые вот в
вообще любую информацию на сайте Госкомитета в разделе «Предпринимательство. Государственная поддержка». И там много-много всего выходит. Вы знаете, я не взяла с собой обычно беру буклеты, но они есть на сайте Госкомитета на 19-й год, где, как всегда, коротко и подробно рассказано о этих видах поддержки с указанием сайтов, телефонов всех основных организаций инфраструктуры. Кроме этого, в городах и в районах, тоже вы наверняка знаете, открыты центры делового развития. Это тоже для всех предпринимателей, а не только для сельскохозяйственных, которые входят в это. Это в селе Исингулово, в селе Крейдери, в городе Киржалы, в городе Перебей, в городе Белорец, в городе Нефтеках, в селе Дома, в Ильмазы и в селе Несигулово. Естественно, для всех предпринимателей республики, ну, конечно, более выигрышным оказываются близлежащие районы, тоже бесплатная информационная поддержка и образовательная. Финансовая поддержка. О чем говорили вот ваши прямые субсидии и гранты, прямая финансовая поддержка, так называемая, оказывается государственной программы только в рамках муниципальных программ. То есть сейчас в любом районе и городе есть муниципальные программы развития предпринимательства. В них из республиканского бюджета, из федерального добавляются средства. На что в 2019 году эти средства направляются? Понятное дело, на поддержку начинающих предпринимателей, причем начинающие, вы тоже меня все правильно понимаете, что начинающие – это начинающие. Если у вас было там ИП Иванов, другая фамилия в голову не приходит, вы его закрыли, и через несколько лет опять открыли же под этим названием. Это все очень легко проследить, это не начинающие. Вы открыли уже повторно. Это не пройдет. То есть, если вы начинающий, ну там, конечно, ставки вот поменьше, чем у вас в сельскохозяйственных программах, до 500 тысяч рублей. То же самое возмещение затрат в лизинг до 1 миллиона. То есть возмещение затрат при покупке оборудования. На создание коворкинг-центров в этом году будет, это тоже будет субсидия предпринимателю, который на, ну как сказать, что такое коворкинг-центр? Звучит здорово. И подразумевается, что это будет точка предпринимательской активности, где им будет собираться. 3 миллиона рублей. Это не только для создания там условий, ремонта помещений, оборудования техникой необходимой. Там должно быть оборудование не менее 5 рабочих мест, но у кого как получится, 5-10 рабочих мест для предпринимателей, оснащенных компьютерами, выходом в интернет, соединением так, с системой, различных сервисов и так далее. В первую очередь, это вот как раз предоставление бесплатной информационно-консультационной и образовательной поддержки для предпринимателей. Все это подробно, естественно, описано в программе. В этом году, во второй половине, уже вводится новый вид поддержки финансовой. Это субсидии по процентной ставке. То есть, по сути дела, субсидирование ваших кредитов. Об этом тоже будет в программе. Каждый раз повторяю и еще раз. То, что я говорю, то, что говорят мои коллеги, это руководство к действию. Верить можно только собственным глазам, когда вы открываете документ и видите конкретные условия и механизмы, которые там прописаны. Потому что лучше вас никто не поймет, что вам подходит. И есть ли у вас для этого возможности и ресурсы. Иная финансовая поддержка, которая тоже подходит вам, и, как сказаться, ей надо пользоваться. Это предоставление льготных микрозаймов. С этого года микрозаймы увеличены до 5 миллионов рублей. Годовая ставка в срок до 3 лет. Ну, 3-5, если честно. Кстати, сельскохозяйственные производители всегда в приоритете. В любом виде деятельности это приоритетный вид деятельности. Так вот, процентная ставка – это ставка ровно ключевой ставки Банка России. В настоящее время 7,75, значит, микрозайм даете под 7,75. 7,5 меньше, значит, микрозайм дается именно под эти проценты. Очень, как сказать, каждый раз слушаю, радуюсь за вас, что у вас столько механизмов и видов поддержки. И вот Павел Августович про лизинг очень рассказывал, это фантастика. Когда он вас еще уговаривает, что ребята, закройте чуть-чуть ваши эти, то, что вы не доплатили по лизингу,
платежам, а вам государство даст больше. Это, конечно, здорово. То, что в республике работает, ну, она с 2018 года, конечно, заработала, хотя была создана в конце 2017-го, региональная лизинговая компания, вы хотя бы, наверное, слышали. На сайте Госкомитета все это есть. И я говорю, мало того, что в буклете можно посмотреть, в Яндексе элементарно набираешь, оказываешься на их сайте. Что там хорошего? Оборудование в лизинг – это та же лизинговая компания, с которой вы там, может быть, привыкли работать и так далее, может быть, у вас какие-то еще другие годные условия, но для сельхозпроизводителей там тоже все более годно. Годовая процентная ставка, если вы покупаете отечественное оборудование, 6%, если вы покупаете зарубежное оборудование, 8%. Растягивается это на срок оплаты на 5-7 лет. Стоимость оборудования откуда начинается? Для всех предпринимателей от 5 миллионов рублей, для сельскохозяйственных производителей от 3 миллионов рублей. Причем это не значит, что одна единица оборудования должна стоить 3 миллиона рублей. Несколько раз повторялось, что это может быть комплекс оборудования, в который входит там 3-4. Ну, что вам еще хочу сказать? Может быть, вопросы какие-то будут? Есть вопросы? Есть реальные примеры поддержки Ну вот реальные примеры чего? Успешных практик или что? Ну, в смысле, именно в сельскохозяйственном производстве или в сельском хозяйственном в том числе? Ну, во-первых, все предприниматели, честно говоря, ну как сказать, мы на форумах, конференциях, понятное дело, встречаемся там, у кого какие проблемы, но столько же всех успешных практик, когда предпринимателю государство помогло, причем сейчас действительно на первое место, сейчас я скажу там успешной практики, и все, выходит на место даже не увеличение общего количества предпринимателей, а, как говорил Ирик Искандарович, это создание новых рабочих мест. Это позиция государства, которому, естественно, руководствуется целями и задачами. Получил грант, создал рабочие места, получил еще что-то где-то. От этого должен, слово предприниматель, это то, что он, ну, как сказать, предприниматель. То, что он должен и крутиться, понятное дело, но и обладать информацией. Я даже не знаю, какие вам успешные практики сказать, в каком районе. Но вот недавно только что, вот Мисипутовский, допустим, мясокомбинат, который, ну мало ли у кого какие проблемы бывают. Бывает, когда, может быть, где-то что-то не просчитал, и с бизнесом стало не так хорошо. Вот просто первое, что приходит в голову, 27-28 было рассмотрение инвестиционных проектов. Когда ему одобрили достаточную поддержку для того, чтобы... Вот это, наверное, высшее было похвала. Я сказал, практически идеально. Это наши предприятия республиканские. А вообще, поддержку на этой специфической сессии получили, их не так много одобряют, обычно бывает 4-5 проектов. Здесь одобрили 6 республиканских проектов на сумму более 1,4 миллиарда. То, что успешные практики говорят сами отчеты. Все, кто получает поддержку в рамках государственной программы, у меня перед глазами ежегодно создается более получателей поддержки более 2000 новых рабочих мест. Это достаточно много, учитывая то, что вот я видела цифры, которые сегодня озвучивались. Да, я понимаю, что это не так просто, но, допустим, я даже записывала. В сельхозкооперативе стоимость одного рабочего места, или правильно понимаю, 3 миллиона рублей. Правильно понимаю? 3 миллиона сельхозкооперативов продали. Да. Но не стоимость рабочего места, на 3 миллиона рабочих мест. Да. Так вот, знаете, это, как сказать, гордость предпринимателей и так далее. Стартап за 500 тысяч. И все остальные там гораздо пониже. И создают 2000 новых рабочих мест. Это не успешные практики. И закрыться тоже нельзя, потому что, сами понимаете, получатели поддержки 2-3 года, они должны
взгляд, кажется, что где-то, ну, в смысле, она действительно, вот гранты это безвозвратно. Но хорошо, что вот у вас, видите, как предусмотрено, не выполнили еще на какие-то проценты, наверное, государственные программы сейчас будут достаточно конкретные. Часть субсидий возвращается, и это правильно. Поэтому я сегодня с удовольствием слушала и, говорю, записывала, но как успешные практики вот абсолютно, ну не знаю, как мы создали коневодство, которое собрали, которые разводят эту поводку, рождают и разводят. Это практическая лошадь. Много очень в пищевой промышленности, которые создают, пусть там небольшие, там, кафе, еще что-то, которые производят сельскохозяйственную продукцию сами. И тут же там, знаете, никто еще умудряются других кормить и даже привозить в Уфу свою продукцию. Не только в Уфу, а и в ближайшие города. Очень много сельхозпроизводителей, получателей республиканского не получателя, а лауреатов, конечно, победителей республиканского конкурса предпринимателей, которые работают. Причем, знаете, еще что хотела сказать? Неуспешные ли эти практики? Вот я озвучивала, да, от 1/4 до 1/3 получателей поддержки финансовой государственной программы, то есть среди всех предпринимателей, это сельхозпроизводители. А нам предприниматели, которые в сельском хозяйстве приходится среди всего общего количества, всего 6%. Наверное, это тоже много. Успешные поведения. Нет, могу подтверждать, действительно, вот когда районе работала публичной те гранты, которые нам предприниматели пользовались, конкурс всегда был. И сейчас конкурс. Вот я еще сейчас хочу отметить, что предприниматели в сельском хозяйстве принимают очень активно. Спасибо. Если вопросы будут, подойдите. Сейчас всех слушающих регионы. Давайте, может быть, или письменно, или сейчас, пожалуйста. Так, обратиться на что? Ну, в смысле, на какую? Ну, конечно. Дело в том, что вот смотрите, какие условия получения прямой финансовой поддержки в рамках государственных программ. Как я уже обращала внимание, это муниципальная программа. То есть, когда администрация муниципалитета объявила конкурс, она объявляет, естественно, на своем сайте, и вы все подаете в администрацию муниципального образования. Я хочу обратить ваше внимание, может быть, вы об этом не знаете. Но вы в практике, и поэтому из того, что я скажу, вынесете два пути решения. Раньше, еще в прошлом году, в программе было такое условие, что в рамках муниципальных программ, соответственно, государственные, отвечающие за поддержку предпринимателей, зарегистрированные и осуществляющие деятельность именно на территории того муниципального образования, где они зарегистрировались и ведут деятельность. Так вот, в этом году это условие отменено по требованию законодательства Российской Федерации. По правилам вы теперь можете подать заявление о получении финансовой поддержки в любую муниципальную программу. Но так как государственная программа называется «Поддержка предпринимателей в Республике Башкортостан», все-таки зарегистрированы и осуществлять деятельность в Республике Башкортостан вы должны быть. Но все вы понимаете, что, конечно, как сказать, и вы сами, и администрация наверняка ратуют за то, чтобы вы работали именно на их территории муниципального образования. Но здесь уже, если по закону, то вы можете подать заявление абсолютно в любой город и в любой район на участие в конкурсе на получение финансовой поддержки. Объявление на сайте муниципалитета. Если касается иной финансовой поддержки, это микрозаймы и лизинг, который я рекомендовала, это, естественно, для всей республики. Открываете сайты этих двух организаций и смотрите условия, механизмы и в какое время это можно сделать. У Центра микрофинансирования 11 расположенных по всей республике. Можно подать Если будут какие-то еще там вопросы, пожалуйста, запишите, передайте в Министерство сельского хозяйства, они мне обязательно передадут.
всегда можете написать на официальный электронный адрес Роскредита, который в открытом доступе в интернете. У нас сейчас делается все очень быстро, отвечают быстро и реагируют, конечно. Спасибо, спасибо. Коллеги, слово хочу предоставить Рейкину Виктору Борисовичу, председателю Совета фонда развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан. Основные требования для переработки в производстве. Пожалуйста, Виктор Борисович. Коллеги, несколько слов. На самом деле, поддержка предпринимательства и поддержка сельхозтоваропроизводителей очень часто пересекается. Я коротко скажу, вот, но суть следующая. Значит, если все предприятия, которые участвуют в деятельности по производству сельскохозяйственной продукции, они делятся на тех, кто является малыми предприятиями, или малыми и средними, и те, которые не являются. Все крестьянско-фермерские хозяйства, небольшие ООО с частными участниками, они являются субъектами малого предпринимательства. Как субъекты малого предпринимательства вы можете воспользоваться теми поддержками, которые дает именно статус малого предприятия. Первое. Вы можете получить гарантию по привлекаемым вами кредитам. Пример. Вам нужен кредит на 10 миллионов рублей для приобретения оборудования. Вы пришли в банк, вам говорят, окей, свои 2 миллиона вы должны сами иметь, 8 миллионов вам дадим. Понятно, да? 20% свои, 80% дает банк. После этого они говорят, где возьмите залог? Отвечают они вам. Ваше оборудование, которое вы приобретете, мы оценим в 60%. Сталкивались с этим? Бесплатно. Значит, берете оборудование на 10 миллионов рублей, они вам его в 6 оценили. А залога они вам говорят, надо не на 8 миллионов рублей, не на 6, которые у вас есть, а еще вам нужно за год вперед посчитать проценты. То есть они залога просят у вас, предположим, не на 8, а на 9 миллионов минус 6. И вам 3 миллиона не хватает залога, понятно, да? В этом случае вы вместе с банком обращаетесь в фонд поддержки малого предпринимательства. И фонд может вам предоставить, чаще всего в 90% случаев так бывает, поручительство за вас перед банком. То есть банк берет залог ваше оборудование на 6 миллионов, а на недостающие 3 миллиона рублей берет поручительство фонда. Понятно объяснил? Фонд может поставить для поручительства не более 70% от суммы кредита. И б. Не более 25 миллионов. То есть, если кредит будет 50 миллионов, то вам дадут не больше 50 от фонда. Но, если этого будет недостаточно, то можно получить независимую гарантию корпорации МСП, корпорации малого и среднего предпринимательства. На сегодняшний момент времени корпорация за 3 года предоставила в Башкирии примерно 4 миллиарда таких независимых гарантий. Часть из них были синдицированы совместно с фондом, часть отдельно. В свою очередь фонд предоставил более 4 миллиардов своих независимых гарантий. То есть это механизм действия. Обращайтесь. Это с этим понятно, да? И теперь вернусь к вопросам, по которым я сразу сказал, что я там ничего не хочу. Я просто как член комиссии, о которой сегодня подготовил Евгений Игоревич, сижу на ней, иногда возмущаюсь. Коллеги, первое, независимо от того, как вам кто-то пишет бизнес-план, давайте вспомним, что мы еще умеем читать. Первое, читаем, что написано. Смотрим на те цифры, которые там написаны. Потому что бизнес-план это не формальность, а это руководство к действию. Потом эти данные, как было сказано, переносятся в соглашение. Второе. Если вы решили построить что-то, какую-то работу сделать, вот давайте мысленно разделим ваши мысли, вот ваши идеи на 2 категории. Первая категория – это те вещи, которые вы купите как просто, допустим, вот вы решили собирать молоко. Такой пример рассмотрим. Сбор молока. Вы приобретаете молоковоз,
Вы приобретаете, допустим, переносные давильные установки, и вы приобретаете, к примеру, допустим, танк-холодитель или бидон для перевозки молока. Вот с таким бизнес-планом все более-менее понятно. В нем есть оборудование, в нем есть типовые решения. Или вы решили, предположим, приобрести какой-то модульный маленький цех. Уже возникают вопросы. Где земля, куда вы его поставите? Откуда возьмется электричество, чтобы его подключить к этой сети? Откуда возьмется вода, чтобы подключить этот модульный цех? Куда вы сольете воду от этого цеха? Куда вы денете, я про маленький убойный цех, предположим, понимаете, да? Куда вы денете каныгу? Куда вы денете отходы? Куда вы сольете кровь? Я правильный вопрос даю, коллеги? И ответ. Ни на один вопрос ответа нет. Стоит человек и толдычит. Вот я же 3 миллиона покупаю. Потом после этого я открываю за 3 секунды интернет, смотрю, что он предлагает. И смотрю, к примеру, то, что он предлагает, стоит просто тупо в интернете в фирме Ивана Мария 2 миллиона 200 тысяч, он ровно 3 300 пишет мне. Ни копейка не отличается. 300 типа моих, 3 мне дайте, да? И я понимаю, что этот человек, вопросом не владеет. Он не понимает, что делать потом с этим убойным цехом и как с ним работать до конца. И еще понимает, что он хочет цену написать ровно ту, которая ровно соответствует гранту плюс его 10%. Я лично против таких подходов. Более того, у людей нет ни одной дополнительной копейки часто для того, чтобы выполнить все, что требуется. Хуже того, предлагают купить оборудование, написано подвесные пути, колесики и там пила распиловочная. Я спрашиваю, а где будет стоять? У меня там есть что-то, какое-то здание. Какое здание? Как установка? Как подключить электричество? Вообще там, я говорю, вы хотя бы проект электрический делали? Нет, не делали. Кто будет отвечать, когда его работников, когда он там водой будет это что-то мыть, убьет, потому что ничего было не заземлено? 380 вольт подать надо. Понятно вопрос, нет? Коллеги, я вас очень прошу, доходогенерирующий проект при всем моем уважении к самой идее. Это не способ просто схватить 3 миллиона рублей и потом не знать, что с ними сделать. Это государственная поддержка, которая не отменяет нормального подхода к самому проекту. 49-я статья Градостроительного кодекса четко и понятно говорит, если при финансировании какого-либо проекта используются государственные деньги, а это государственные деньги, или деньги компаний, в которых государство более 50%, проект должен пройти государственную экспертизу достоверности сметы. Я даже не об этом. Хоть какой-то проект, что вы был. Приходят люди, говорят, мы хотим сделать колбасное производство, мы хотим сделать там что-то. У них нет даже технологического плана. Приносят договора с компаниями-поставщиками, в которых нет ни подписи, ни печати, ни ответственности. Не все компании, которые поставляют оборудование, делают бесплатно технологические проекты. Мы с вами ставим задачу не просто получить эти деньги. Очень многие получили, не могут освоить. Идет же казначейское исполнение. Казначейское исполнение означает, что вы уже потратили свои собственные 10%, допустим, что вы уже поставили это оборудование, так? Практически. И после этого вы его оплачиваете. Я хочу увидеть на комиссии людей, понятно понимающих, что они делают, которые являются профессионалами своего дела. Они так, извините, утром проснулся, лежит в кровати, думает, жена, что вы делаете, убойный цех или, допустим, ягоды собирать? Она говорит, нет, ягоды что-то Маша собирает, давай убойный цех делаем. Я хочу, чтобы вы разбирались в своей работе, чтобы вы сделали то, что вы понимаете. Что, приходя на эту комиссию, когда вас спрашивают, вы говорите, да, это мой бизнес, я разбираюсь в этом процессе, я умею бить животных, у меня есть уже готовые помещения, там есть вода, электричество, отопление, я понимаю, куда я дену потом отходы. Лучше, то есть не плодите, что не попадет, делайте то, что нормальное. Я за то, чтобы мы развивались, я за то, чтобы вы потом могли работать. Чтобы вам не пришла природоохранная прокуратура, которая будет вас наказывать. Вы должны просто иметь источник воды, у вас должны быть нормальные документы на эту скважину и так далее. Я готов консультировать. Мои телефоны известны, могу сказать
223-67. 8 917 34 223-67. Мы людей консультируем и как от фонда, и лично, абсолютно бесплатно. Мы не делаем там бизнес-план рекламы, это не та тема. Мы можем делать проекты, это стоит денег, но мы не сможем сделать массу проектов. У вас в районах имеется проектная организация. Если вы хотите с кем-то работать, вы хотите какой-то сделать проект, допустим, небольшую переработку молока. Вот, к примеру, у вас есть помещение, хотите сделать переработку молока. Или мясо. Откройте документ, называется «Нормы и правила», СНИП. И там написано, какие требования к полу, к потолку, к стенам, к заземлению, к воздухообмену, к раздевалке, как люди должны зайти, как должна быть поточность. Если сами не можете, поставщики оборудования вам все нарисуют. После этого идите к тем, кто проектирует хотя бы электрику, водопровод. Обязательно заземление, все находится под напряжением. Вы несете ответственность за тех людей, кто у вас будет работать. Есть вопросы? Спасибо большое, что вы все правильно нам объяснили. Вот мы хотим единственный район построить заводный цех, вот со мной на 52 это актуальная тема, мясо не сложно никуда знать без заводных цеха. Поэтому реально человек реально хочет заводный цех построить по программе, которую имеем программу. Поэтому хотелось бы, если мы вам говорим именно помочь, можем? Поможем. Вот для начала, если вы четко определите, что вы хотите устроить, у вас, ответьте, что ты просто, это будет с нуля или уже существующий цех? С нуля. В чистом поле? Ответ. Строить будете. Вот просто на пустом площадке. Рядом с фермой определим границы. Вот первое. Идете к ветеринару. Нет, секунду. Дайте ответить на вопрос. Садитесь. И первое. Идете к ветеринару и с ветеринарной службы определите в соответствии с нормами зооветеринарное расстояние от фермы до убойного цеха. И от фермы убойного цеха до иных объектов. После того, как вы это дело определите, поймите, на чьей земле вы оказались. Если эта земля уже вам выделена, это ваша земля, тогда идите в эту районную администрацию, получите документ, называется ГПЗУ, градостроительный план земельного участка, ГПЗУ. На основании ГПЗУ это основание для начала проектирования. Вот все запомните, вот прямо запишите ГПЗУ. Вам выдадут документ с подписью печати, который вам разрешает на вашей земле проектировать убойный цех. После того, как вы его это будет модульный убойный цех или строиться будет? Модульный, да? Ну хорошо, если это модульный убойный цех, проведите переговоры с поставщиками этого убойного цеха и определитесь, сколько нужно места, и пусть они вам нарисуют вместе с вами технологию. Нужны карты предубойного содержания, нужны подъездные дороги, нужна место, куда будут складываться отходы, то есть как минимум, допустим, яма Беккера или холодильник для хранения отходов. Вот это все на карте нарисуйте и согласуйте с ветеринарной службой. После того, как все это будет сделано, у вас появится четкое понимание, как вы это делаете, и идите, ваше электроснабжение собственное будет, свое ТП, а газ вам не нужен будет, да? Вода. Не, еще раз, слово родниковое, это у вас источник как выглядит? Подземное? Так. На ней есть санкт-петербургское разрешение на использование как питьевой воды. Еще раз, есть документ, что это питьевая вода? Все, если это вода питьевая, вам нужно будет сделать подачу этой воды, поставить, сделать горячее водоснабжение, потому что мыть надо технику горячей водой. Вот это все вместе вы рисуете, проектируете, и у вас получается проект. После этого вы делаете документ, который называется смета. Нормальная. И выяснится, что все, что вы сделаете, никак не стоит 3 миллиона рублей. Все, что вы надо сделать, будет стоить примерно 8 миллионов, а то и 10. Потому что, условно я говорю, там, со всеми делами, с хранением.
И вот если надо, что тогда вы приходите, я понимаю, что вы все понимаете, вы готовы, тогда, безусловно, мы поддерживаем вас, потому что вы четко делаете реальную работу. А когда приносят только документы на 3 миллиона рублей, а все остальное они просто не подумали, то тогда я против. А вас поддерживаю. Заходите. Спасибо, Виктор Борисович. Конечно, как ушат холодной воды. Все задумались, но это на самом деле серьезно. То, что постановление по выделению грантов мы сегодня прописываем, но общегражданские, общие такие документы, которые требовали, они действительно, то, что ветеринарные, санитарские требования по безопасности убийства, это все требования должны исполниться. И тем более кооперативы, они становятся юридическими лицами, это уже, извините, ответственность возрастает. Вот. У нас по использованию грантов четкая работа идет, мы подаем в суд, если где-то кто-то соглашение не выполняет, либо кто-то использует средства не по назначению. У нас даже есть уголовное дело возбуждено и получил срок фермер за то, что деньги использовал нецелевые образом, построил вместо фермы заправку. И такие были. Но со стороны государства жесткий контроль будет, ребята. Оно и уже есть. Каждое ваше движение будет контролироваться. Поэтому некоторые вот говорят, мы, когда представляем документы для гранта, мы не представляем, какая ответственность ложится на наши плечи. На наши плечи. Поэтому четко подумайте. Ответственность очень большая. Есть и со стороны государства поддержка, но и ответственность какая. Так, коллеги, слово хочу представить заместителю генерального директора по оптовой продаже и логистике ООО «Башкирт Розница» Уракову Алексею Владимировичу. Алексей Владимирович, пожалуйста, вам слово по организации поставок топлива в период полевых работ. Мы по всем направлениям вам сегодня рассказывать будем, поэтому терпение. Да, добрый день, коллеги. Спасибо Министерству сельского хозяйства Республики Башкортостан за возможность участвовать в данном мероприятии. Надеюсь, что наше присутствие поможет ответить на те вопросы, которые, вероятно, у вас существуют, и с удовольствием примем участие в последующих мероприятиях, которые будут организовываться на всех хозяйств. Павел Васильевич, отдельное спасибо за личное приглашение. Коллеги, представлюсь еще раз. Ураков Алексей Владимирович, зам генерального директора по оптовым продажам «Башкирт Розница». Со мной присутствует начальник отдела оптовых продаж Загиб Ринат Мирзагибович, который непосредственно работает по обеспечению, в том числе и потребностей сельхозтоваропроизводителей по Республике Башкортостан. Хотел бы тоже картинки опрос провести. Скажите, пожалуйста, у кого в 2018 году были заключены прямые договора поставки нефтепродуктов с ООО «Башкирт Розница»?